Еще несколько минут и на сцену выйдет хореографический ансамбль «Ваймох». За это время мы как раз успеем пообщаться с солистами коллектива. Наш танец называется «Счастливая юность», и вначале у нас выходят младшие девочки, они отрабатывают свой кусочек, потом они уходят. Танец медленный, прям с руками, красиво, он минимум 10 минут занимает. А не устаете? Бывает, но мы подготовлены для этого. И вот девичий танец открывает межрегиональный фестиваль лезгинки «День джигита». Приглушается свет, под медленные ритмы перед гостями предстают юные горянки. На сцене Назрановского дома культуры лучшие танцевальные коллективы со всего Северного Кавказа, а также талантливые и подающие надежды вокалисты республики. У каждого народа свои необычайные манеры исполнения танцев. Они уникальны своей неповторимостью. Выступление солистов студии национального танца «Таулу» Карачаево-Черкесской республики вызвало восхищение и овации всего зала. Солисты танцевальных коллективов, как правило, выносливы и физически подготовлены. Это не просто требование худрука, это не что иное, как культурное наследие. Нашему коллективу в этом году исполнилось 10 лет. Мы являемся чемпионами России по народным танцам. В этом году мы стали призерами. И в нашем коллективе есть разных возрастов дети. Сюда мы привезли старшую группу. У нас еще есть младшая группа по причине, что они готовятся на конкурс. И, к сожалению, их не смогли привезти, а старшая группа, они уже были готовы. И с готовыми их номерами привезли и с радостью приняли приглашение в нашу братскую республику Ингушетию. И очень рады здесь выступить, показать, на что мы способны, и посмотреть на других. С выступлением на сцене ансамбля народного танца России «Нальцук» из Кабардино-Балкарии зрители смогли насладиться культурным наследием воинственных адыгов. Ребята в Ингушетии не впервые. Как переводится на русский язык название? На русский язык «Нальцук» переводится как «маленькая подкова счастья». Оправданное название? Стараемся оправдать, потому что у нас дети, мы работаем с детьми, чтобы у них в дальнейшем было счастье, чтобы счастье всегда сопутствовало по жизни. Ведущий приглашает на сцену заслуженный коллектив народного творчества России, образцовый ансамбль «Таргим». Исполняют танец «Рассвет Магаса». Юная вокалистка Танзила Медова – воспитанница вокального кружка эстрадно-джазового пения. Сегодня она исполняет песню «Галгайче». Готовится выйти на сцену и хореографический ансамбль «Мужичи». Сегодня они будут исполнять ингушский девичий танец и не только. Что это за наряд? Расскажи, раньше кто носил такие наряды? Дагестанский. У нас один ингушский, второй дагестанский. Второй межрегиональный фестиваль лезгинки «День джигита» проводится в рамках реализации проекта «Ритмы гор», ставший победителем конкурса молодежных проектов Северокавказского федерального округа среди некоммерческих организаций в этом году. Это уникальный проект, направленный на сохранение лучших традиций национального танца, чтобы молодежь не портила красоту лезгинки во время несценического исполнения. Ребята стали участниками конкурса, Северокавказского конкурса среди некоммерческой организации, и в числе победителей реализуют свой масштабный проект, который включает не только данный фестиваль, но и цикл мероприятий выездных, которые планируются на базе школ, образовательного учреждения Республики Ингушетия, с охватом наших школьников, студентов, с призами. То есть планируется масштабный большой объем работы. Ну и основным крупным мероприятием, самым заметным, является данный фестиваль. Мероприятие завершилось награждением гостей и руководителей художественных коллективов и творческих объединений. Адам Мережков, Мурат Гуражев, Новости 24.